Вы смотрите новости на Якутия-24. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Коротко о главных темах этого выпуска. Бывший спикер ЛТМН Петр Гоголев принес присягу на вступление в должность председателя Конституционного совета республики. В столице региона состоялось открытие регионального форума волонтеров-медиков. Якутские триллеры «Итчи» теперь доступен к просмотру сразу в 3 онлайн-кинотеатрах. Бывший спикер ЛТМН Петр Гоголев принес присягу на вступление в должность председателя Конституционного совета республики. И сегодня на 28-м пленарном заседании ЛТМН в дистанционном формате парламентарии приняли постановление о сложении его полномочий в качестве народного депутата республики. Петр Гоголев подчеркнул, что парламент должен и дальше активно воздействовать на совершенствование федерального законодательства. Это и северный завоз, малая авиация, арктическая модель здравоохранения, передача полномочий субъектам федерации по мамонтовой фауне, контролируемым весенним сельскохозяйственным палом, возможность проектировать и строить типовые индивидуальные дома за счет Фонда содействия реформированию ЖКХ и многое другое. Перейдем к эпидобстановке. 91 новый случай заражения коронавирусом выявлен в Якутии за сутки, сообщает Оперштаб. 57 человек заболели в Якутске, 6 в Мегино-Кангаласском районе, 5 в Амгинском, по 4 в Алданском и Вилюйском. 3 человека заразились ковид в Намском и Аймиконском районах. Еще в 5 районах заболели по 1-2 человека. 2800 исследований на коронавирус за сутки провели лаборатории региона. Самое важное сегодня – это оберегать наших детей. Мы видим, что сегодня открываются различные летние площадки и оздоровительные лагеря. Мы не можем вакцинировать детей, так как вакцинация у нас с 17 лет, поэтому необходимо принять все меры, чтобы защитить и наших деток. Люди с хроническими заболеваниями. Единственный, наверное, верный шаг сегодня, верное принятие решения – это как раз вакцинация, потому что сегодня уже известно, и буквально недавно было выступление главного эндокринолога нашей страны, что такое опасное заболевание, как сахарный диабет, и достаточно распространенная в нашей республике, является благоприятным фоном для развития ковидной инфекции, поэтому для них это единственный правильный путь – это вакцинация. Сегодня на площадке музея «Россия. Моя история» состоялось открытие регионального форума волонтеров-медиков. Цель данного мероприятия – развитие молодежных инициатив в сфере здравоохранения и общественного здоровья в нашей республике. На протяжении 2 дней участников ждут дискуссии, мастер-классы и открытые диалоги на профессиональные темы в сфере медицины. В этом году форум проходит как в очном, так и в онлайн-формате. Ну, получается, у нас развитие по нескольким направлениям. Мы и так работаем по 6 направлениям. И одни из важных – это создание местных отделений в муниципалитетах и работа с ними, получается. Да? Большой упор будем делать на это. Работа со школьниками и по проведению санитарно-профилактических мероприятий с населением, как все это организовать и так далее. То есть волонтеры научатся всему этому, чтобы как помогать медицинским организациям, как всю эту работу выстроить и так далее. О реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов рассказал генеральный директор Фонда капитального ремонта Владимир Ионин в прямом эфире в соцсетях. Программа капремонта сформулирована в 2014 году и рассчитана. При этом у конструктивных элементов домов разные степени износа. Например, фундамент – это 30 лет, газ – 20 лет, лифты – 25 лет, а водоснабжение – 15. В зависимости от года строительства, какие ремонтные работы и в каком объеме в доме проводились, из всего этого складывается программа капитального ремонта. А в ней расписаны все дома, которые есть в республике, и все они в течение 30 лет по всем конструктивным элементам будут отремонтированы, сказал Владимир Ионин. А вот кто отвечает за чистоту во дворе домов? Можно ли самим проявить инициативу или лучше подождать коммунальщиков? Ответы на эти вопросы искали наши коллеги совместно с жителями Мирного. Ксения Исламова показывает свой двор по улице Ленина, 22А. Погулять с ребенком – проблема. Участок перед домом заставлен автомобилями, а с обратной стороны зеленая территория скрывает неприятные сюрпризы. Сейчас травка, но другая проблема. Наверное, жители нашего дома согласятся с тем, что когда вы выходите гулять со своими собаками, лучше взять пакетик и за собакой убрать. Потому что когда тает снег, это место все превращается в ужасное минное поле. Часть территории оградили от собачников, но это не спасает от мусора, который некоторые жильцы бросают с окон.
К управляющей компании вопросов нет. Есть большой вопрос к людям, которые всю зиму выбрасывают бычки из своих окон, потом другие соседи это все убирают, потому что им не все равно, на что они смотрят. Двор – это собственность дома, то есть самих жильцов. Границы территории зафиксированы в Государственном кадастре недвижимости. Если они не определены и не зарегистрированы, то по правилам благоустройства и санитарного содержания управляющая компания обслуживает территорию, равную 10 метрам от дома. Если рядом находится объект, у которого определены границы, тогда территория уменьшается. Уборку оплачивают собственники помещений. Суммы в платежках зависят от набора услуг, расценок компании и площади квартиры. Тариф на уборку, на содержание дворовой территории в настоящий момент 5,87 рублей с 1 квадратного метра жилой квартиры. Почему? У каждого собственника есть доля в общедомовом имуществе. То есть, да, и за содержание этой доли он отвечает. Уборкой придомовой территории заведует организация, которая управляет общим имуществом дома. Это могут быть управляющая компания, товарищество собственников жилья или застройщик. Также жильцы могут договориться с управляющей компанией или подрядчиком о дополнительных услугах, ландшафтном дизайне, возведении небольших построек, обустройстве мест для отдыха. Так и сделал Юрий Ковенко. Здесь был просто пустырь и заросшая территория, заброшенная, так скажем. И было как бы печально смотреть с окна, что это никем ничего не задействовано. И просто даже детям негде было гулять. А сейчас это прям радует глаз. Теперь во дворе Юрия красуется новая детская площадка. Но мало установить. Теперь надо облагородить территорию и содержать ее в чистоте. Юрий вместе с соседями не только выходят на субботники, но и сами занимаются благоустройством двора. Все инициативы жильцов поддержали в управляющей компании. Выделили жильцам инвентарь и материалы. Если выстроить диалог с управляющей компанией не удалось, то ее можно сменить или взять управление на себя. Так и сделали жильцы многоквартирного дома по Ленинградскому проспекту 11/1. Форма ТСЖ на сегодня это самая лучшая и эффективная форма по управлению домом. Но если у вас нету команды и вы один хотите в доме создать ТСЖ, то я не думаю, что вам надо начинать. Это сложно. Вы не справитесь один. Один из жильцов дома создал проект благоустройства двора. В ближайшие несколько лет в планах руководства ТСЖ воплотить проект в жизнь. Мария Флоренци, Кирилл Шолохов, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». А в Ленске сегодня и завтра пройдут коммуникационные сессии проекта «Столетний план развития». В течение 2 дней организаторы проекта будут обсуждать с ленчанами будущее республики и конкретно Ленского района. В первый день сессии в районной администрации собрались заинтересованные событием представители разных возрастов и профессий. Все они с интересом послушали вступительную речь организаторов, а потом приступили к работе. Участникам совместно предстоит выработать план, в котором нужно будет отобразить свои мечты, определить перспективные направления развития района на ближайшие 5-10 лет. Организаторы выслушают участников, их проблемные вопросы, пожелания и выработают пути решения. Обязательно все, что вырабатывается, мы фиксируем, это все будет на бумаге, и здесь появляются проектные команды, сообщества развития, которые мы, как рассчитываем, возьмут на себя цель воплотить в жизнь те предложения, проектные идеи, которые вырабатываются на этой сессии. И, возможно, конечно, окажутся те, кто не сможет, те идеи, которые не смогут быть реализованы. Но, тем не менее, в любом случае наши действия, они приведут к тому, чтобы нашей республике хотелось жить, и здесь было комфортно. Мы этого очень-очень хотим. Тем временем в Ленском районе впервые поступил в продажу сыр местного производства. На прилавках магазина «Батамайский» пока представлен мягкий сыр «Ленский». Срок годности продукта при определенных условиях хранения составляет 10 дней. В ближайшее время в магазины поступят снежок, ряженка и варенец, а также полутвердый сыр, который находится на вызревании. Первый местный сыр является продуктом нового молочного цеха с сыроварней в селе Батамай, который был открыт весной этого года. Его построили за счет средств районного бюджета в рамках муниципальной программы развития сельского хозяйства. Благодаря вводу цеха на прилавках появилась и местная молочная продукция – молоко, сливки, йогурт, кефир и сметана. В цеху возможна переработка 5 и более тонн молока в сутки. Его мощность увеличится с появлением нового стада и строительством нового коровника, которое запланировано на 2021 год.
Якутский триллер «Итчи» появился в 3 онлайн-кинотеатрах. Об этом сообщил режиссер картины Костас Марсан в своем инстаграм. Цифровая версия «Итчи» стала доступна по подписке на Кинопоиск HD, Премьер и Винг. Мистический хоррор рассказывает о семье фермеров, переехавших в новое место, которое пустовало долгое время. Много веков назад здесь произошло страшное событие, после чего люди в страхе покинули свои жилища. Главные роли в картине сыграли известные якутские и российские актеры. Напомню, 27 мая фильм «Итчи» вышел в широкий российский кинопрокат. В узбекском городе Хива стартовал первый этап Кубка мира по масс-рестлингу. В соревнованиях участвуют спортсмены из 9 стран. На мировом первенстве также представлены и якутские масс-рестлеры. Они вошли в состав сборной нашей страны. Сегодня пройдут взвешивание и жеребьевка, ну а завтра спортсменов ожидает первый соревновательный день. По сообщению организаторов, всего представлено 14 весовых категорий. 9 среди мужчин и 5 среди женщин. Особое внимание на первом этапе Кубка мира, конечно, уделено здоровью. Каждый участник обязан предоставить результаты ПЦР-тестов на ковид, также соблюдать все санитарные требования. О том, кто из масс-рестлеров выйдет на пьедестал почета, мы узнаем 19 июня, финальный день соревнований. Сборная команда России по масс-рестлингу представлена 9 регионами. Якутию представляют 10 спортсменов. Основные надежды наши связаны с именами Натальи Черноградской, Павла Черноградского, Константинова Сергея и Попова Дмитрия, которые являются действующими чемпионами мира. На этом наш выпуск завершен. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале. И не забывайте о необходимости носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.